Менду аяврил гиркил. Би Нина Кудрина бигим, би Геван Буриду Хавалдем. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Нина Кудрина. Я работаю в программе Геван НВК Саха уже 27 лет. Когда я пришла в 1995 году в национальную вещательную компанию Саха, мне было уже 42 года, пятый десяток. Обычно люди в это время карьера у них устанавливается, все у них в порядке, завершается, а у меня в это время началась новая страница жизни, которая длится до сих пор, вот уже 27 лет. За эти годы стены компании стали для меня родными, люди все родные, все здесь для меня родное, близкое, знакомое. А в самой Якутии, вот в Якутске, я живу уже 45 лет. Но родилась я очень далеко отсюда. Родилась я в деревне Канкудера Мамско-Чуйского района Иркутской области в семье эвенков. Канкудера – это была маленькая эвенкийская деревушка. Вот если, например, сейчас я захочу туда поехать, я ее уже не найду. Как таковой деревни уже нашей нету. Потому что оттуда, когда весь народ разъехался, это было 60-е годы, когда колхоз укрупняли, деревни маленькие укрупняли, все разъехались, и никого не осталось. И в последнее время люди говорили, что там уже сплошной лес, сплошная тайга, и нет следов человеческого жития. Так что можно сказать, что мне в настоящее время, если захочу вдруг поехать на родину, я уже не найду свою деревню, где я родилась. Но дело в том, что это моя родная деревня, она, конечно, осталась во мне, в моей памяти, в моих мыслях, в моих раздумьях. И я сейчас часто вспоминаю, потому что я нахожусь уже далеко от тех мест родных. Я часто вспоминаю, и возраст такой, можно сказать, подходит уже. Часто вспоминаю свою деревню, как мы раньше жили. Родилась я 27 февраля 1953 года в семье оленеводов-охотников. Как я уже сказала, мои родители эвенки. Отец Кудрин Егор Иннокентьевич, он был у нас знатный охотник. Он всегда... Ну и, конечно, оленевод. Я помню, когда они собирались на охоту, дедушка, отец, мы все дети собирались, к ним в сани садились и ехали, чтобы прокатиться на оленях. Это же всегда здорово, когда на оленях катаешься зимой на санях, и вот вниз под горку мчишься, прямо аж дух захватывает. Я до сих пор помню такое ощущение. Отец знатный охотник, он всегда добывал много пушнины. Когда приходил из леса, сдавал это все, получал денежку. Мама мне всегда рассказывала, мать у нас много что рассказывала про детство, и все, что я знаю, это с ее слов. Она говорила, отец заходил в магазин обязательно, покупал большой мешок шоколадных конфет, это для меня. А я была ребенок первой в семье. У родителей было 6 детей, я была первая, старшая. Он меня баловал с малых лет. И покупал мешок конфет шоколадных, приносил домой, мне давал. Мама говорит, я маленькая, мешок тяжелый, поднять не могу. И везде за собой таскаю, вот куда ни пойду, всегда этот мешок за собой волоку. И это все так. И я всегда смеялась, когда отец был жив, говорю, вот... Ты меня приучил сладкой жизни, потому что я без сладкого вообще не представляю жизнь свою. Я ужасная сладкоежка. И всегда над ним смеялась так вот. Ну и вот Егор Иннокентьевич Кудрин. Маму мою зовут Кудрина Августа Николаевна. Сейчас моих родителей уже нет в живых. Они жили долго. Мать почти до 90 лет прожила. Отец вот за 80 тоже прожил. Но уже достаточно лет для своих... для эвенков это был достаточный возраст. Они прожили вот так вот в любви и согласии, скажем, почти 60 лет вместе были. И никогда друг с другом не расставались, это я хорошо помню. Отец без матери никуда. И все, что я помню из детства, это мама рассказывала всегда. А мама-то, они-то знают эвенкийский язык, как говорится.
очень хорошо сами и в Венке. И вот мы тоже, дети, которые там жили в этой деревне, мы все говорили на родном языке. Вот сейчас говорят, что родной язык забывают, все забыли, мало кто знает. А вот это свой язык я, например, помню до сих пор и знаю хорошо. И мама всегда, когда начинала что-то рассказывать, она на венкийском языке рассказывала, ну просто, знаете, как заслушаться можно. Я до сих пор вот уже со временем только начинаю понимать, как хорошо она говорила. И вот слушаешь, что она рассказывает, я думаю, если бы она родилась в другое время, да, немножко попозже, она бы, наверное, стала писательницей эвенкийской известной. У нее всегда такие слова были, такие обороты. Все так, ну, просто вот слушала и наслушаться не могла. Хотя родители мои были, сами понимаете, деревни маленькие. Отец рано остался сиротой, у него мама рано умерла. Он у нас был неграмотный, можно сказать, в школу не ходил, и с отцом по тайге кочевал всегда. И умел только расписываться, вот фамилию свою выводил, и то спасибо. А по сравнению с ним мама моя была такая образованная, она закончила 4 класса. И всегда мы с ней переписывались, вот дети всегда с мамой переписывались. Хорошо, что она умела писать, читать, и вот это вот все знала очень хорошо, могли общаться. Вот. И я, где бы я ни была, я всегда, пока они были живы, всегда приезжала к ним. Будь то каникулы, будь то отпуск, будь еще откуда-нибудь, командировки или еще что. Я всегда возвращалась к своим родителям. Вот мама, бабушка с дедушкой, дедушка Будапканов Николай Семенович у нас тоже был очень такой строгий дедушка. И всегда следил за порядком. А бабушка Анна Васильевна, она нам тоже всегда рассказывала сказки, мы вот дети всегда все слушали. Вот это вот я сейчас вспоминаю очень хорошо. И вот свою деревню вижу как наяву. Она такая небольшая. И вот с одной стороны деревни, ближе на той стороне, с той стороны деревни, где мы жили, там было, спустишься, там такой песок, как бы естественный пляж, да, песок такой, много песка, песок такой крупный, розовый, как розовый, прямо спускаешься, видно. Потом с одного конца деревни плывешь по реке, да, вот дети купаются же, и вот так вот купаясь, плывешь, доплываешь до другого конца деревни. А там тоже такой же естественный как бы свой пляж, и песок там уже был совсем другой. Желтый и мелкий. Вот таких вот пляжей я нигде не видела больше, хотя бы много где побывала. В основном там тоже, но хоть на морском берегу, хоть на каком берегу, вот таких песков я до сих пор не видела. Так что это очень интересно. А еще говорю, что там жили эвенки, они все охотились, олени были. И когда в 60-х годах вот началось укрупнение колхозов, деревню нашу закрыли. Все разъехались кто куда. Но дело в том, что когда мы там жили, все говорили только на своем языке, как я повторюсь. Школа была маленькая, 4-классная. Учительница была одна, детей-то мало, и все учились в одном классе, как сказать, с 1 по 4 класс. Но тем не менее все там закончили 4 класса. Вот когда я закончила 4 класса, надо было дальше же учиться, правильно? А школа 10-летка была очень далеко, в поселке Горная Чуя. А там Горная Чуя, потому что она среди гор находилась. А жили там в основном русское население, потому что там были шахты. Добывали слюду. И вот там, а вокруг этой Горной Чуи тоже были маленькие деревушки, в которых вот эти люди жили, которые добывали слюду. И везде были школы, ну так, маленькие. А большая 10-летка была вот в этом поселке Горная Чуя. И со всех этих вот Мамско-Чуйского района детей привозили в 5 класс уже сюда, в интернат. И мы там все вместе жили, и русские, и венки, и заканчивали школу 10 классов, там вот заканчивали все, и потом уже кто куда. Но я помню в интернате так, считай, что получается, что я из дома рано же ушла. После 4 класса уже, считай, вот оторвалась от родни, от мамы, от папы.
и мы все так получалось. А было, сказала, что очень далеко, и когда я 5 класс должна была идти, они меня, мама с бабушкой, повезли. Надо было далеко, мы поплыли на плоту до ближайшей тоже деревни, откуда можно на машинах было доехать как-то. Вот так вот. А обратно уже они возвращались через горы, через реки, через тайгу большую пешком. И вот когда мы тоже заканчивали учебный год, тоже шли пешком тогда. Я помню, дети же маленькие тоже, пешком такую даль идешь, но все равно домой идти всегда хорошо. И ни от этого не беспокоились. Ну вот так я закончила школу, 10 классов в интернате. И подумала, ну еще не определилась, вообще-то я училась в школе очень хорошо. Любила русский язык, литературу, писала такие сочинения. Мне всегда вот мои сочинения наша учительница Клавдия Петровна всегда читала перед всем классом. Говорила, вот всегда 5, вот это вот. Но к концу я еще не определилась, думаю, куда же мне пойти поступать. Можно было поехать куда угодно, но я как-то так вот поостереглась и осталась в деревне. Но мы в то время уже жили в другой деревне, среди русских. Потому что я сказала, что деревню расселили, кто куда попал. Ну, мои родители попали в такой поселок Камнига. Там мы жили, оттуда тоже ездили в интернат. И вот я там после школы года 2 проработала. И однажды сидела дома, ну, в воскресенье или в субботу что-то. И в руки мне попался журнал «Молодая гвардия». Тогда был такой журнал хороший, толстый, литературно-художественный альманах «Молодая гвардия». Я до сих пор не знаю, откуда он у нас дома взялся. И я там нашла один рассказ писатель Андрей Кривошапкин. Там написано было повесть небольшая такая, что-то белые олени, что-то люди, кто-то где-то жили. И мне так понравилось, и я решила поехать в Якутию. Я же тогда работала, и немножко денег накопилось я на дорогу, приехала в Якутск, у меня тут вообще никого не было знакомых. Я думала, пойду к Андрею Кривошапкину, там было написано, что он работает в обкоме комсомола. Ну вот, думаю, познакомлюсь, и потом как-нибудь там, может, на работу где-нибудь пристроюсь или еще что. Я пришла в обком комсомола, а мне сказали, его нету, он в командировке. А я говорю, а мне тогда что делать-то? Говорю, что мне делать, куда идти? Они говорят, а вы хотите, может, вам в деревню поехать, мы вам комсомольскую путевку дадим, дояркой работать. Я говорю, ну хорошо, я согласна. В общем, они мне отправили в Салданский район, село Барагонцы, надо было приехать. А я же по-якутски ни слова не знала. Ну вот, они меня тут отправили, но я переправилась, тогда ракета ходила через Лену. Вышли из ракеты, стоит вдалеке автобус. Народ весь как ринулся туда. Я за ними всеми следом, тоже никого ничего не знаю. Но раз народ ринулся, значит, я тоже туда пойду. Все сели, я зашла в автобус, народу полно, все места заняты. Стою около задней двери, вот так вот держусь за вот это вот, тут есть, за что подержаться, как бы вот это вот железная стойка. Стою, держусь, а я-то на каблуках, я вообще одета не по-деревенски, скажем так. И тут рядом со стойкой обычно в автобусе отдельное место бывает. Молодой человек сидит. Смотрел на меня, а потом что-то сказал и встал. Ну, я по-якутски-то не понимаю, но я тут поняла, думаю, он, наверное, мне место уступил, думаю. Взяла и села на это место его, да, и так с удобством доехала до Барагонцев. А там у меня тоже такой вот, знаете, казус. Пришла в обком комсомола, уже вечер же, все закрыто. И думаю, куда мне идти? Пошла, как сказали, иди в гостиницу. В гостиницу пришла, гостиница на ремонте. Вот уже я тут действительно встала около этой гостиницы и стою, и не знаю, что делать. Рядом вокруг какой-то мужчина прохаживается, туда прошел, сюда прошел. Ну, вижу, что как-то немножко это, ну, под колодчиком как бы немножко.
прошел туда, прошел сюда. Я смотрю на него тоже. Он ко мне, а что ты тут делаешь? Почему ты тут стоишь-то? Как бы спрашивает так вот. А я ему отвечаю, говорю, вот я приехала, все закрыто, гостиница закрыта, вот не знаю, что делать. Якутская же деревня, якут мужчина, хороший попался, несмотря ни на что. Проникся, видимо, моим положением. И тут, как по заказу, 2 девушки мимо идут. Он к ним по-якутски обратился. Что-то говорил. И в результате девчонки меня взяли к себе. И я у них переночевала. Они были молодые учительницы, только-только тоже приехали. И им выделили комнату там где-то там. И я у них переночевала эту ночь, а потом пошла в райком комсомола с утра. И меня отправили в Байдыге. Есть такой поселок в Салданском районе, Байдыге, и там совхоз Лена, дояркой в отделении Байдыге. Я приехала, там был управляющий Иннокентий Васильевич Иванов. Ну вот, он меня сразу определил. Ну, конечно, я у них переночевала, не могу же сразу с этого куда-то. А все доярки жили в Сайлыках тогда летом с коровами вместе. Но они меня туда отвезли, в этот Сайлык, и я стала ученицей знаменитого дояра Ивана Михайловича Дмитриева. Он-то знаменитый дойер, у него много коров, у него коровы породистые, а я коров в жизни не то, что там близко подходить, я их видела-то, если и видела, может, издалека, в кино, да на картинке, а у него коровы породистые, а мне надо же учить доить их, а у них, знаете, такое, соски такие прямо руками не обхватишь. А то я их как-то начала доить, училась, и девчонки же там с девчонками все вместе, доярками молодыми жили. Они всегда смеялись надо мной. Ты спишь и прямо... Я сплю, у меня вот так вот с закрытыми глазами, вот так вот, как будто коров даю. И так у меня вот так вот спишь и будто доешь, и все говорили. И мы с ними так смеялись. И вот тогда я среди них, вот в этом Сайлыке, начала говорить по-якутски. Я же ни слова не знала, а никто по-русски не говорит, и мне пришлось, хочешь не хочешь, на якутский язык переходить. За 1 месяц я уже вовсю лопотала. Поначалу все смеялись, а потом уже, как я начала разговаривать, уже все. Я там, знаете, так, даже с пастухами, моей коровы, если нет, я с пастухами ругаюсь по-якутски. В общем, таким образом якутскому языку я научилась там быстро. Так что и так проработала 3 года. Получилось так, что мы там потом организовали комсомольскую молодежную ферму Туйма. И там у нас была такая бригада хорошая. И мы решили все после того, как 3 года отработаем, поступаем в ЕГУ. А старший по ферме был Пантилов Пролетарий Дмитриевич, тоже известный доер вот и в тех краях, и в республике. И вот мы с ними так хорошо работали. Вы знаете, вот то, что я до сих пор вспоминаю, вот это как и на ферме работала, сама поражаюсь до сих пор, как я могла это там столько продержаться. Но коров своих я всегда любила. Я любила, чтобы они были чистенькие, ухоженные, всегда их мыла, скребла, все делала, кормила, поила, таскала ведрами, все вручную. Этот корм для коров, который приготовят наши работники, там, которые специально занимаются этим, ведрами таскаешь, разливаешь, кормишь, поешь, потом сено так раскладываешь. В общем, когда что-то воды нету, на озеро, с озера на быках возишь воду, разливаешь. Вот. Это что-то, вообще было интересно. Я сейчас вспоминаю и прямо удивляюсь, как я могла тогда все это выдержать. Это же очень тяжелая такая работа для человека, который, тем более в жизни, никогда этим не занимался. Но мне повезло вот именно то, что вот в Байдыге люди все оказались очень хорошие. Как-то они ко мне отнеслись, знаете, вот так вот, сразу дружелюбно как-то приняли все. И я так жила, как будто бы среди своих родных.
Раньше же, как жили, дюкак говорили, да, вот кого-нибудь определяли жить каким-нибудь людям, у кого побольше дом, у кого место. Меня сначала определили к Жирковым. Жирков Николай Николаевич и Жиркова Александра Романовна. Родители Александра Николаевича Жиркова. Знаете его, наверное, да? У них был большой просторный дом, и я первое время жила у них. И Николай Николаевич был бригадиром тогда, Александра Романовна тоже работала на ферме. Мы всегда вот шли вместе, работали, потом возвращались. В общем, и я тогда в этой деревне впервые, как бы, все для меня было впервые же. Я приехала, впервые увидела желтые подснежники. В наших краях подснежники голубые, розовые, голубые, синие, фиолетовые. Я как увидела желтые подснежники, я до того поразилась, я говорю, не может быть желтых подснежников. Оказывается, может быть. И вот первый раз, когда пошла мунха, вот это вот, да, тоже как-то все интересно. И вот тогда я, видимо, сразу влюбилась в Якутию. И все. И считайте, вот если 45 лет я уже тут живу, считайте, что это мой дом родной тоже уже. Ну вот в результате отработали мы все 3 года, девчонки, решили поехать же в Ягу. А вот когда с Айлыка, там еще откуда приезжаешь, идешь в кино, какие развлечения? Когда выходной из Айлыка обязательно выезжаешь, потому что хочется немножко в деревню, в цивилизацию какую-то попасть, чтобы как бы в общество. Ну вот, однажды я таким образом приехала из Айлыка в деревню, пошла в кино. А фильм был, не помню про что, не помню какой, но действие было в Ленинграде. Это я отлично помню. Я тогда впервые увидела Ленинград в кино, и я просто влюбилась. И как? И вместо в Ягу я решила поехать учиться в Ленинград. Ну вот, Ленинград собралась ехать. А закончили мы уже осенью, подготовка-то начинается в декабре, поэтому решили в декабре, вот девчонки, кто парни в Ягу, девчонки кто туда, а я, значит, Ленинград. Конец ноября, холодина, туманы, самолеты не летают, по реке еще не ездят. А ехать уже надо, потому что с 1 декабря занятия начинаются. Ну, самолетов нет и нет. Туман да туман. Как я додумалась, я вышла в райком комсомола и говорю, отправьте, пожалуйста, телеграмму в Институт культуры, что я задерживаюсь не по своей прихоти там или по своей воле, что я не могу вылететь из-за нелетной погоды. Короче говоря, они телеграмму отправляли несколько дней, видимо, потом еле-еле даже не вылетели. Лену переехали так вот, где на машине, где пешком, как-то вот так вот, ну, не на самолете. И в результате из Якутска я добралась до Ленинграда 6 декабря. Пришла в Институт культуры. А я же работала отлично, да, я получила звание «Молодой гвардеец 9-й пятилетки». Была ударником коммунистического труда. Это все, когда я дояркой работала. У меня вот тут вот от знаков, от значков прямо места нет. Я все их одела, когда перед отъездом. Пришла в институт, ну, разделась в гардеробе, все, сдала чемодан, там тоже все. Гардеробщица смотрит на меня и говорит, ой, сколько у вас. Вот, ну вот на все мое смотрит, говорит, сколько у вас. Я что, пошла я в деканат, захожу, там преподаватели сидят, там, говорю, здравствуйте, я Нина Кудрина, говорю. Они меня как, увидели меня, как обрадовались, говорят, наконец-то приехала, говорит, закидала нас телеграммами, а мы тебя ждем сегодня последний день. Ага. И пока мы там разговаривали, заходит один молодой человек, и Тамара Пантелеймоновна, декан, увидела его и говорит, ну вот, Нина Кудрина приехала, все, тебе уже как бы места нету. А ему обещали, ну сказали, вот он тоже вроде сдал, но не поступил. Сказали, вот если она не приедет, значит тебя возьмем на ее место.
И я нарисовалась утром. А он за мной пришел по следу. Короче, меня взяли. Я там по ходу и училась, и экзамены сдала, и так, и потом закончила институт культуры. Вот когда я училась, у меня поступила на библиотечный факультет. Ну, когда я училась, я же сказала, что влюбилась в Ленинград просто с первого взгляда в кино. А потом, на самом деле, я вообще не могла так спокойно. Я Ленинград полностью обходила, объездила, там пригороды все, Петродворец, Пушкин, Павловск, ну вообще все смотрела. Для чего я приехала? Это я учиться же приехала, и потом в то же время это, чтобы как-то приобщиться, что ли, вот мне Ленинград полюбился до такой степени. Обожала ходить в театры, на спектакли, но, сами понимаете, тогда билетов купить было невозможно. Люди все ходили, БДТ ходили, театр Комиссаржевская, Ленсовета, Кировский, сейчас Мариинский театр, да. И вот я вставала утром рано, в воскресенье, шла к театру и стреляла билеты, как тогда говорили, стреляла. На утренний сеанс можно было как-то купить, и я всегда вот так вот старалась ходить. И у студентов-то денег, сами понимаете, а тут на театре я никогда не жалела денег. Я всегда ходила, всегда смотрела с удовольствием. Все. И до сих пор, когда езжу в Ленинград, я прямо не могу, езжу по своим местам любимым, смотрю, все так, гуляю везде. А институт наш находился прямо в центре, около Летнего, от сада. Вот тут вот Суворовская площадь, немножко пойдешь, Дворцовая набережная же, там все дворцы, вот там, начиная от нашего дворца и до Зимнего, до Эрмитажа, и там памятник Петру, в общем, самый центр города. Так что Питер – это Ленинград, теперь Санкт-Петербург – мое самое любимое место, самый любимый город на земле. Мой сын тоже, кстати, учился в Ленинграде, но он закончил университет низкотемпературных и пищевых технологий. Вот, отучилась. 4 года прошло, заканчиваем. У нас распределение как бы по северо-западу Ленинградской области. А мне-то хотелось в Якутию вернуться. И я написала письмо Министерству культуры, что вот я такая-то такая, проработала там, поступила, учусь, заканчиваю, хочу вернуться в Якутию, работать. Министерство культуры написала, но ответа нету. Никто ничего не говорит, никто ничего не знает. Уже сегодня распределение идет. Все заходят, выходят. Дошла до меня очередь, я дошла. И мне говорят, вам пришел вызов из Якутска. Ага. И, короче говоря, я приехала сюда, а в вызове было написано, что меня направляют в Усть-Алданскую ЦБС, вот где я работала, да, ага, Усть-Алданскую ЦБС. Но когда я после того, как домой съездила, приехала в Якутск, пришла в Министерство культуры, мне сказали, вы у нас у Венкика, вы будете работать в библиотеке имени Пушкина за сектором литературы народности Севера. Ну, я там стала работать с удовольствием. И в это время, как раз, знаете, 80-е годы, вот начиналось такое движение народов Севера. Не сказать, чтобы сильно, но вот что-то такое, какие-то такие движения начинались. И писатели из народов Севера, они решили делать передачи на своих родных языках. И делали, но не было тех, которые на эвенкийском знал. Меня позвали. Я сделала передачу раз-два на эвенкийском языке. Потом какие-то вот такие передачи. И приобщалась как-то немножко. В то же время в библиотеке своей работала. Много ездила там по командировкам. И в одной из командировок я познакомилась с одной женщиной, которая работала в едином научно-методическом центре культ просвет работы и народного творчества и культ просвет работы Евдокией Григорьевной Соловьевой. Мы с ней подружились, хотя она была меня намного старше, но в то время я еще не думала, что моя жизнь как-то так повернется совершенно по-другому. Познакомились, дружили, всегда общались, а я в библиотеке как работала, так и работала.
Тоже вот ездила тогда в Магадане, как-то был семинар для писателей коренных малочисленных народов Севера. И меня как специалиста, библиотекаря с выставкой отправили туда, потому что книг на языках народов Севера было мало, раз-два и обчелся, и только в основном вот библиотеки Пушкина. И мы собрали все книги, которые были на языках, и я поехала туда выставку эту организовывать в Магадане для писателей народов Севера. Там я познакомилась со многими писателями. Вот Владимир Михайлович Сангиниевский писатель, потом Александр Латкин, эвенкийский писатель, Еремей Айпин. Они все сейчас известные писатели, что Еремей Айпин, что Александр Латкин. А тогда они были молодые, только-только начинали писать и приехали вот как бы набираться опыта на семинар на этот. И я с ними познакомилась. Там с ними общалась, и потом еще как-то, если выезжала в какие-то командировки, встречалась, всегда общалась. И вот таким образом я как-то вот к народам Севера, к движению, во времени как-то вот так приобщалась. Потом началось это в 1989 году, состоялся съезд, учредительный съезд народов Севера и Якутии. Тогда мы впервые образовали вот эту ассоциацию коренных малочисленных народов Севера. В 90-м году в Москве состоялся уже большой съезд народов, всех народов Севера России. Там тоже организовали такую ассоциацию российского масштаба, уже, скажем так, большую. Ага. И, в общем, так вот у меня потихоньку все начиналось приобщение к этой жизни, как бы интерес такой появился, как к другим народам, к своему народу, к эвенкийскому. И потихонечку я так начала приобщаться. И поскольку я знала свой родной язык, в какой-то момент, нет, вот забыла, вот я в библиотеке работала, у меня родился сын, ребенок. И я в библиотеке работа же сменная. И в воскресенье надо работать, по вечерам я уже не могла, мне нужно было стабильные такие выходные, чтобы, когда садик работает, ребенка сдаешь, а выходные с ним уже как бы сам сидишь. И мне нужно было, я решила, ну как-то, видимо, мне нужно было найти такую работу со стабильными выходными и бессменной работы такой. А Евдокия Григорьевна, даже мы общались с Соловьевой, а она работала в этом едином научно-методическом центре, он тогда так назывался. И она мне говорит: а ты приходи к нам работать. Я говорю: ну хорошо. Я пришла к ним в единый научно-методический центр. Гаврил Григорьевич Сафронов. Меня принял директор. И я стала работать вот в отделе политико-воспитательной работы у Евдокии Григорьевны Соловьевой. И я там... Вот это, в то время это политико-воспитательный отдел был один из самых таких, ну, отделов, потому что все же шло через политику, через воспитание, патриотическое воспитание, трудовое воспитание, нравственное воспитание, это все через этот отдел шло. И вот мы там работали, чего только не делали, методические пособия, семинары, курсы повышения квалификации, вот это все. Там было, вот там я тоже приобщалась именно вот к этой культуре. Там было в это время, как раз были хорошо развиты работы агитационно-культурных бригад, которые работали среди оленеводов, вот эти вот, обычно вся такая работа велась через агиткульбригады, это тоже через единый научно-методический центр все шло. И я очень довольна, что я все-таки, у меня встретились вот такие очень интересные люди, которые там работали. Вот я сказала, Гаврил Григорьевич Сафронов, директор, Евдокия Григорьевна Соловьева, вот Полина Николаевна Слепцова, Зоя Григорьевна Солятина, Галина Гавриловна Федорова, которая сейчас в Таюк уже есть ансамбль, вот этим занимается, Светлана Николаевна Гоголева, вот, в общем, Прокопий Николаевич Афанасьев, вот со всеми с ними я работала. И вот и я до сих пор вспоминаю,
как мы ездили, тогда субботников же часто было летом, то на сенокос, таскаешь вот это сено, то на картошку, то еще что-нибудь. Вот вместе с ними всегда ездили, всегда так интересно было. В общем, тоже очень хорошо работали. Вот я говорю, что мне как-то везло на хороших людей. Я всегда вот с ними встречалась, всегда как-то все вот так вот получалось таким образом, что окружали всегда хорошие люди. Но дело в том, что, видимо, я сама тоже такая, ко всем отношусь, знаете, доброжелательно. И стараюсь как-то в коллективе там, ну, дружелюбно держаться, тоже вот как-то вот так вот. Но когда я там работала, все-таки язык свой знала, и окружающие уже знали к тому времени, что я свой язык знаю, что я могу на венгерском разговаривать. И меня пригласили работать в ИЯЛИ, Институт языка, литературы, истории, сектор северной филологии. Вот я как раз из Единого научно-методического центра туда и пришла заниматься наукой. А потом на основе всего этого образовался же потом Институт проблем малочисленных народов Севера. И вот наш сектор северной филологии как-то плавно стал ядром этого института. И вот я там начала работать. Но тем не менее не прекращала вот связь с телерадио, у меня не прекращалась. Передачи на венгерском языке я тоже делала. И в конце концов однажды Степан Егорович Доскинов работал, известный журналист, известный писатель, в 1995 году. Он меня все-таки переманил, как сказать, уже национальную вещательную компанию. И с тех пор я тут работаю в программе «Геван». Работаю с такими интересными людьми, как у нас был тогда объединение, только-только образовалось, творческое объединение «Геван». Туда принимали людей, только тех, кто знал свой родной язык. Именно для коренных малочисленных народов Севера это была передача. Руководителем был Анатолий Петрович Гоголев, режиссером была у нас Ольга Ильинична Новгородова, сейчас она в Москве живет, Наталья Сметанина и Ирина Курилова, вот Николай Николаевич Курилов. Вот все вместе с ними мы начинали, работали и до сих пор работаем. Сейчас у нас другие режиссеры, с режиссером, которым я работаю, это Антонина Афанасьевна Новгородова, вот режиссер именно эвенкийской группы. Эвенской группе режиссер Корнилова Нина Савишна. И таким образом мы вот так вот работаем до сих пор. Но работу свою в Едином научно-методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы я никогда не забываю. Сейчас он уже по-другому называется Республиканский дом народного творчества. И все равно мы с ними поддерживаем связь, общаемся. И я бы хотела всем им пожелать, чтобы все сотрудники Республиканского дома народного творчества были здоровы, чтобы они работали как можно дольше, и чтобы творческая их жизнь, творческое начало продолжалось очень долго. И вот всех больших успехов именно Республиканскому дому народного творчества. И всех успехов Республиканскому дому народного творчества.